Ребят, познакомьтесь, это Айзада. Она поступила в американский университет. У нас вчера еще был с ней эфир. Ей 19 лет. Она учится в штате, таком маленьком штате Миннесота называется. Вот. И она рассказывала, как она поступила, какие вообще этапы прохождения поступления в американские университеты. И самый главный этап, она сказала, что нужно пройти экзамен. То есть не экзамен, а тестирование на знание английского языка. Это самый сложный и самый главный этап. После того, как вы получите этот сертификат, вы можете уже подаваться на американские университеты. Поэтому сегодня она расскажет, как вообще, какие, здесь называется это типы, какие методы или же способы можно использовать для того, чтобы пройти успешную сертификацию. Где в конце августа я начала искать курсы, которые готовят именно к IELTS. Окей. Уже к экзамену определенному. Нашла одни курсы, это одна девушка там была. Я пошла к ней, мы с ней написали, она мне дала пробный IELTS. Проверила сама, сказала, что мой IELTS это 3,5. Это очень низкий. Это очень низкий, но для меня на тот момент это 3,5, это у меня в тот момент был довольно-таки хороший английский. Это прям база, основа, которая прям фундамент английского языка, и это 3,5. Мы с ней написали пробный IELTS, а потом уже мы с ней начали готовиться. Она сказала, что я хотела до 7 баллов поднять, и она сказала, что у меня на это уйдет 4 месяца, если я буду ходить 3 раза в день. И мы потом учились 3 месяца, потом, когда я закончила курс, мы пошли регистрироваться на официальный экзамен. То есть, не знаешь ли, ты вот, я знаю, что ты из Бишкека, в Бишкеке есть такие курсы, где подготавливают именно к этому экзамену, а именно в других районах, например, в Аше, в Джалалабаде. Я, честно, не знаю. Но оттуда ребята приезжают в Бишкек, чтобы сдать этот экзамен, правильно? Да, чтобы сдать экзамен, надо в Бишкек приехать. Получается, ты сдала. Ну, то есть вы с ней готовились усиленно, потом она уже тебе сказала, в какой день намечается этот экзамен. Или ты уже сама? Это уже на сайте нужно каждый раз заходить, проверять в ближайший день. Сколько человек вообще было? Там был очень большой зал. Там не только студенты, IELTS делится на академический и general, такой общий. Общий для тех, кто хочет отправиться в такие страны, как Новая Зеландия, Австралия, Великобритания, Америка. А для тех, кто путешествует, по работе едет, для них общий IELTS нужен. А для нас, для студентов, нужен академический. И там было очень много студентов. В основном все были студенты, и я даже не знаю, сколько там человек выйдет. Как 2 школьных класса. Наверное, больше 100 человек выйдет. И вас запускают... Все по одному сидели вот так, по рядам, как экзамен. То есть это большой зал, и вас поодиночке сажают? Ну, и когда заходишь, тебя проверяют вот этими всеми, чтобы у тебя ничего не было с собой. Телефоны тоже оставляете у входа, да? Все оставляем. И каждый раз, если мы захотим выйти в туалет, нас проверяют, с нами идут, засекают время, насколько мы уходим, насколько мы приходим. Там, получается, поэтапно хочу узнать, какой после чего, чтобы ребята были... Да, там был сначала writing, потом reading, потом listening. Writing это у нас письменность, ребят, да, письменно. Письменное, потом чтение, потом аудирование. И так как слишком много людей, разговорный делят на несколько дней. Эта группа приходит в этот день, другая группа приходит в этот день, чтобы все не толпились и не ждали, потому что разговорный длится 15-20 минут, а этот человек, который принимает, он один. И поэтому нас делят на разные дни. Кто-то может сначала за неделю там сдать разговорный, а потом через неделю остальную часть, а кто-то может всю часть сдать и разговоры через неделю. То есть там не выкидывают, как во всех остальных экзаменах, если ты какой-то этап не прошел, тебя не впускают. Такого нет, да? То есть ты проходишь до конца. Что у тебя получилось лучше? То есть reading, writing, что у тебя, по-твоему, показалось тебе легче? Когда там приходят результаты, тебе приходят результаты каждого раздела, и в конце общий балл. И у меня writing и reading
были 6,5, а speaking и аудирование были 6. И Понятно. overall у меня было 6,5. Какие-то типсы, которые тебе помогли именно? А, почему именно я пошла именно не просто на какой-то курс, чтобы подтягивать язык, а Мгм. именно на подготовку к IELTS, это то, что ты узнаешь структуру эссе. Мгм. Мгм. А Мгм. структура эссе это очень важно, потому что когда ты знаешь структуру, ты уже знаешь, где правильно, где неправильно, как нужно Мгм. делать, нельзя делать. Например, в ридинге вопросы в IELTS, они всегда идут по последовательности. Не так, что с конца взяли вопрос, потом сначала взяли. Они идут прям по последовательности, по тексту идут. Мгм. Если вот так читать и отвечать на вопросы, можно на все вопросы найти ответы. Но мне было очень сложно находить в IELTS ответы, потому что там тексты, они научные, какие-то психологические, Мгм. Мгм. необычные тексты. И мне было очень сложно, потому что там было очень много непонятных слов, а в Мгм. вопросах используют синонимы, Мгм. как бы проверяют наш словарный запас, и Мгм. я отвечала именно с конца. Мгм. Потому Мгм. что до конца было легче, адаптировалась по датам, по названиям. Грамматику тоже проверяют, то есть там дают экзамен, например, I am, да, нужно как бы поставлять какие части речи. Нет, там такого нету, как тест, такого нету, но грамматика проверяется именно в райтинге, когда тебе надо написать 2 сочинения. Первое, Мгм. первое это первое сочинение тебе дают график, Мгм. диаграмму, какие-то круговые Мгм. диаграммы. У всех разные, и ты должен его описать. В этом Мгм. году он увеличивается, в этом году он резко опускается, в этом году он стабильный. И это нужно описать в таком, знаете, литературном виде, со Мгм. вступлением, основной частью, заключением. И во втором сочинении тебе дают топик, глобальный топик, там, как, например, машины влияют на окружающую среду и Мгм. такого рода Мгм. сочинения. И вот именно вот здесь появляется грамматика. Там непростые тексты, получается, там очень научные тексты, Да. которые непонятно. Мгм. Если не учить и не готовиться к IELTS, то можно провалить. Главное, не сколько слов ты знаешь, а как бы твоя внимательность, и сможешь ли ты сам адаптироваться и понять, что это одно и то же предложение, просто с разными словами написано, один и тот же. Мгм. И, конечно, слова играют большую роль, но такие слова все равно не выучишь, особенно когда там текст такие научные, и там Мгм. действительно есть очень много слов, которые ты невозможно все выучить. Ты Да, можешь по одному конечно. тексту 60 слов выучить, а тебе дадут другой текст, и там столько же непонятных слов будет. Нужно надеяться на логику. Да, структуру. Ты просто должен знать, где... Ну, когда ты знаешь структуру и много практикуешься, ты уже знаешь, что в этой части, скорее всего, ответ будет где-то наверху, а в этой части где-то внизу, и ты уже как бы Да. адаптируешься. Же искать ответы там, где ты полагаешь, что будет ответ, и искать какие-то схожие слова или что-то схожее, да. То есть нужно адаптироваться к тексту. То есть вы, когда тренировались с учительницей, то есть она адаптировала вас именно по таким текстам, которые были там. Да, есть официальный сайт IELTS, Мгм. где каждый год, очень часто обновляют и загружают уже пройденные тесты. Мгм. Мгм. И ты просто смотришь, можешь распечатать и Мгм. использовать уже официальные тесты и по ним Мгм. готовиться. Мгм. И вот она мне их распечатывала, и она мне их давала на дом, я дома сидела, отвечала, потом мы с ней проверяли ответы, она не говорила мне правильные ответы, А, Мгм. она говорила мне, ну, мы проверяли, там, где было правильно, я оставляла, там, где было неправильно, я обратно забирала домой, обратно искала правильные ответы. Это было очень сложно, я ненавидела ридинг, потому что там очень сложный текст, прям очень, и вообще непонятно, Да. скучно, и было очень сложно. Этот тест стоит 13 500. Мы точно не уверены, но он как-то Где-то так стоил. порядка. Еще такой вопрос. Вот ты прошла, получается, reading, окей, мы сориентировались на то, что нужно искать, Ключевые знать слова. структуру и искать какие-то схожие слова и как-то ориентироваться по структуре. А потом, получается, у нас аудирование. Что было на аудировании? Моя больная часть, я до самого 3 месяца готовилась, каждый день готовилась, и до последнего я не могла подтянуть свой listening.
Мгм. Я все время проваливала, и мне ничего не помогало, ни вот эти вот... Я слушала, фильмы смотрела, ничего не помогало. Все равно мой Мгм. балл не поднимался, и я начала искать в Ютубе видео, ну, как трюки, да, как бы советы, как подтянуть свой listening. И я нашла одну девушку, она делала... Перед тем, как он тебе дается, в Мгм. listening ты должен вставить слово. Они Мгм. скажут, Мгм. что это какой-то диалог пойдет, и там тебе нужно вставить слово. И я всегда пропускала. И когда я осознавала, где они уже были где-то в конце, и у меня несколько пустых бланков оставалось, потому что я Мгм. упустила их разговор. Мгм. И она делала так, перед тем, как они включают аудирование, тебе Мгм. дается буквально 30 секунд, чтобы ты посмотрел текст. Мгм. И за эти Мгм. 30 секунд она быстрым темпом выделяла все имена, названия, даты, какие-то, я не знаю, все, что было большими буквами написано, Мгм. Мгм. она Мгм. выделяла, все числа выделяла. И когда начинался разговор, я уже вот по своим выделенным словам шла, Мгм. и именно это помогло мне поднять мой английский. Так я не теряла, где они находятся и о чем они говорят. Потому что когда ты Мгм. знаешь, что скоро они должны сказать 1000, ты смотришь Мгм. на 1000, и когда они говорят, ты понимаешь, что они пошли уже дальше. Ну, вообще и в ридинге, и в листенинге важны вот эти числа, даты, названия, имена, они очень помогают хорошо написать и не потеряться. Если у вас listening как бы плохой, то есть аудирование, вы не улавливаете на слух, лучше какие-то выделить какие-то слова, да, например, если там скажут, там, 1800 с чем-то в году было такое-то, такое, выделить вот это 1800, поскольку оно будет у вас уже на бумажке, и слушать после 1800, как они скажут, слушать, что будет после, и вот это слово просто записать в себе бумажку, и это будет правильный ответ, говорит Айза. Поэтому нужно ориентироваться на даты, на имена, на города и что там есть. Хотя бы, чтобы вы знали, что будет дальше. Да. Что вы не прослушаете текст и не пропустите слова, которые нужно вставлять в весь текст. Последнее это speaking идет, да? Speaking почему-то, когда сам что-то пишешь, как в других частях, все намного легче. А когда speaking, ты разговариваешь, ты Мгм. нервничаешь, ты Мгм. пытаешься все идеально сказать, потому что, ну, чтобы у тебя был высокий балл. А, Мгм. И когда я зашла, ну, она сидела, нормально все было. А потом мы пришли, там тоже есть 3 этапа. Сначала тебе задают такие легкие вопросы, твоя любимая музыка, там что-то такое. А Мгм. потом второй этап, тебе задают такую тоже большую тему, большой топик, там, как пластика влияет. И мне задали именно этот вопрос, как пластика влияет на нашу жизнь. Мгм. А потом третий этап, тебе задают вопросы, основываясь на твоих ответах на второй этап. Например, ты сказала, что пластика вот так. А почему ты вот так сказала? И ты не Мгм. должен забывать, что ты говорил и почему ты это говорил. Да. И когда она меня спросила про пластику, я не могла вспомнить, как будет пакет, бутылка, Да. мусорка. Я не могла вспомнить самые легкие слова. Легкие слова, да. Да, и потом, ну, я растерялась, потому что я знаю, но я не могу вспомнить, на языке стоит, но я не могу вспомнить. И я пыталась как-то выкрутиться, найти какие-то синонимы. Именно в этот момент проверяется твой словарный запас. Мгм. Мгм. Твой словарный запас, и для тебя будет большим минусом, если ты начнешь делать. Это очень плохо, потому что она не будет тебя ждать. Время Мгм. ограничено, и она пойдет дальше. И она То есть запишет. сколько минут тебе дают, чтобы ты ответила на свою тему? Когда дают большую тему, они дают такой листочек, там Мгм. написан топик, и тебе дается Мгм. 1 минута, чтобы ты подумал. Окей. Но эта 1 минута, она вообще ничего не значит, потому что ты только успеваешь прочитать. Там может быть есть непонятное слово. Мгм. Если ты неправильно как бы понял, все, если ты не уловила основное слово, ты можешь вообще на другой вопрос ответить. Да. Это тоже может не так сыграть роль, поэтому... Ну, вообще, 1 минута, темы обычно, они не тяжелые. Мгм. Очень много примеров таких тем в интернете, на Мгм. официальном сайте, какие темы обычно задаются. И они в Мгм. основном
такие очень легкие, но все равно человек теряется. А если вот ты не сможешь ответить, вот ты впала в ступор, да, и не можешь даже слова выговорить, что в этих ситуациях бывает? Они могут поддержать. Они все равно, американцы, если американцы, да, они все равно поддержат, они скажут, don't worry, take your time, да, не переживай. Но лучше так не делать. Когда ты сдаешь разговорный, важно иметь вступление, основную часть обучения. Ты должен вступать, начинать разговор с каких-то определенных слов. Сначала нужно вот так, а потом вот так. И в конце, и вот так нужно заканчивать, чтобы все было очень заключено. Для них это очень важно, чтобы ты имел четкую мысль, чтобы ты так плавно переходил от одной темы в другую. И ты можешь знать очень много слов, но если ты просто будешь выкидывать слова без смысла, это как бы не сыграет большую роль в твоем. Можешь хотя бы вот не пропустить вот это начало, не пропустить вот главный смысл, где ты должен дать информацию, и оконцовку сделать правильно. И тогда они будут как-то засчитываться, твои баллы, вместо того, что у тебя будет просто большой бланк, да, то есть 0. Кто вообще сидит там? Она была как англичанка, да. Она говорила на русском, но у нее был такой сильный акцент, когда она на русском говорила. И у меня такой вопрос. Вот, например, у вас там 5 этапов, да, listening, writing, reading, и во все эти этапы даются одинаковые баллы, то есть во всех этапах по 10 баллов, да? Да, по 9. Да, 9 это самый высший балл. Ты То есть там... Ты можешь получить по райтингу 0, а по спикингу 9, и как бы неважно, общий может выйти 6. Потому что по 9 по спикингу ты набрал высокий балл, а по рейтингу 0, но даже общий, когда делают, все равно балл может выйти хороший. Выделяю именно спикинг, ребят, потому что письменное ты можешь сориентироваться, там у тебя будет, что ты видишь, что там написано, и хотя бы можешь сориентироваться, да. А вот спикинг это очень сложная часть, поскольку у нас нету практики в Кыргызстане. И поэтому я большой акцент делаю на спикинг, и у Айзата спрашиваю именно аудирование и спикинг. Сколько вас человек было вот в одной аудитории? Ты заходишь, это как отдельно вы сидите. Вы про спикинг, да? Да, 2 человека заходишь и просто вдвоем сидите и разговариваете. То есть, получается, ты не можешь даже прослушать, кто как отвечает на спикинге? Нет. Окей, это очень хорошо. То есть ты можешь быть уверен, то, что тебя никто не будет булить, то, что ты не говоришь на английском, и какие-то ты допустила ошибки, и на какие-то ты слова, то есть на вопросы не ответила неправильно. Это очень хорошо. Ребят, если даже у вас нету прям такого бешеного языка, да, американцы вас всегда поймут. Америка — это такая толерантная страна мигрантов, поэтому они все понимают и никогда вам не скажут и не высмеют вас, да, то, что у вас плохой английский, поэтому нужно относиться проще. Да, и слишком сильно переживаешь, как ты говоришь, о чем ты говоришь, ты теряешься, просто теряешься, и основную суть теряешь, и как бы надо было просто проще заходить. Потому что всегда надо помнить, что экзаменатор тоже человек. Во-первых, ОРТ нужен только для Кыргызстана. Я это всегда говорю. ОРТ вообще не действителен в других странах. В других странах не знают, что такое ОРТ и зачем оно нужно. Оно в Кыргызстане нужно для того, чтобы поступить в кыргызстанские вузы. Это во-первых. Во-вторых, так как я начала готовиться к IELTS в 11 классе, у меня голова была забита вообще другими мыслями. У меня голова была забита тем, что я поступаю за границу. Так как я сказала, ОРТ нужен для Кыргызстана, и у меня не было цели поступать в Кыргызстан. Поэтому я на ОРТ сильно вообще, когда все бешено готовились на ОРТ, я готовилась к IELTS.
Нету никакой информации о Кыргызстане, никто этим не делится, и Айзада молодец, что решила с нами поделиться, как-то помочь, да. Еще хочу сказать, ребят, если у вас есть такие желания, то, что вы хотите получить эту сертификацию, да, всегда есть онлайн, то есть в YouTube можно найти, есть очень много блогеров, которые сдали этот экзамен и прям поэтапно рассказывают, как они это сделали и что им помогло. Какие-то своими находками делятся, какими-то навыками, которым нужно обладать при сдаче экзамена, да. Поэтому нужно быть уверенным в себе, нужно поверить в себя, тогда у вас все получится, но вера — это не самое главное, еще нужно, конечно же, подготовить себя, как, да. Вот, благодарим всех вас, то, что присутствовали на этом эфире. Желаем всем удачи. Как Айзада уже говорила, возраст для поступления в американские университеты не имеет никакого значения, то есть вы можете всегда попробовать, если у вас хороший английский, если у вас есть желание, если вы готовы подтянуть свой английский, то всегда это можно сделать. И последнее слово от Айзады. Я бы хотела сказать, даже если вы закончили бакалавриат в Кыргызстане, всегда можете второй раз подать на бакалавр в Америку, потому что здесь много китайских студентов, которые закончили китайские университеты в Китае, но так как они хотели учиться за границей, а это как бы подать в университет — это самый легкий, как вы сказали, способ попасть в Америку. Вы можете еще раз подать на бакалавр, и они даже это больше ценят, потому что видят, что человек закончил, но он еще хочет учиться, и для них это как убеждение, что вы действительно хотите учиться. Поэтому даже если вы закончили университет, все равно пробуйте, поступайте. Спасибо, Айзада, тебе еще раз. Спасибо, ребят. Пока-пока всем. Пока-пока.